Доброе утро, дорогие телезрители! Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир для вас проведут Дарья Анкехова И Руслан Ачиров. Недавно наши коллеги вернулись из командировки с города Алдана. И сегодня мы посмотрим большое количество интересных сюжетов про замечательных людей и, конечно же, интересные события. Ну а также мы узнаем о проблемах и развитии Алданского района. Обязательно подробную информацию получим по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья в Алданском районе. А также узнаем, как же прошел конкурс «Миссис Алдан» и кто же поедет представлять Якутию на всероссийский конкурс. Но мы напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть знаменательные даты, сегодня у кого-то может быть день рождения, юбилей или что-то, какая-то интересная новость, то вы можете написать нам на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Ну, а также у нас есть Инстаграм «Утро Якутии», куда вы также можете посылать свои предложения. Ну что, мы начинаем наше пятничное утро с нашими телеканалами. И, конечно же, мы будем благодарны вам, если вы будете активны в течение всего нашего эфира. Давайте завершим эту рабочую неделю вместе. Ну и по традиции начнем наш выпуск с прогноза погоды. По данным Гидромедцентра, температура воздуха в 6 утра в центральных районах составила минус 15, минус 11 градусов. В заречной группе Улусов 22-10 градусов. В южных районах минус 11, минус 5, ниже 0. В Вилюйской группе районов минус 8, минус 4. В Нижнеленских районах 12-11 градусов со знаком минус. В западных районах минус 5, минус 3. В Колымо-Индигирской группе Улусов 21, 7 градусов мороза. В Янских районах 27, 16. На северо-западе минус 21, минус 10. В Якутске на 6 часов утра температура воздуха была на отметке минус 10 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер штиль. Сегодня преимущественно днем без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ожидается плюс 2, плюс 4 градуса. Ну что, в Якутске мы перешли нулевой барьер, да? Уже пошла положительная температура. Долгожданные плюсики. Да-да-да. Но и впереди нас ждет, конечно же, потепление, долгожданная весна. И это, как известно, пора выездов на дачу, на природу, когда большими шумными компаниями люди будут жарить шашлыки. Так вот, в МЧС рассказали о нововведениях и наказаниях, которые грозят отдыхающим на дачах в случае приготовления пищи на огне не по правилам. И прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель Сергей Михедов. Сергей, доброе утро. Расскажите, при каких условиях все-таки можно готовить шашлык на своей даче? Утро доброе, коллеги! Согласно документу, приготовление шашлыков и других продуктов на огне теперь должно происходить в строгом соответствии с противопожарными правилами. Ближайшее к мангалу строение должно быть расположено на расстоянии не менее 5 метров. Также в радиусе 2 метров от огня не должны находиться горючие вещества. В случае выявленных нарушений дачникам физлицам грозит штраф до 2000 рублей. Для юрлиц штрафы намного больше. Но сейчас переходим к выпуску новостей. С 15 апреля закрылись все ледовые переправы через реку Лену. По информации Управления дорог Якутии, закрытие касается ледовых автозимников через Лену в направлениях Хатасы-Павловск и Кангаласы-Сотенцы. Согласно приказу ведомства, на этих переправах дорожникам предписано установить информационные щиты. В частности, дорожные знаки «Въезд запрещен». Тем временем превышение уровня снегозапасов наблюдается на малых реках республики, что может привести к весеннему половодью. Показатели толщины льда в этом году больше нормы на отдельных участках рек Лена, Алдан, Колыма на 10-40 сантиметров, что может повлиять на образование заторов. Отмечается, что в Якутии началась подготовка к безопасному прохождению паводковых вод. Готовность систем оповещения составляет 87%. На противопаводковые мероприятия планируется
планируется привести в готовность и привлечь порядка 16 тысяч человек, более 2000 единиц техники, 11 воздушных судов, 8 беспилотных авиационных систем. Зоны затопления предварительно установлены в 123 населенных пунктах в 24 районах региона. По обстановке гидрологической, что можно сказать, что снегозапасы у нас на большей части территории республики, да, где-то немного выше нормы и около нормы. Есть отдельные участки, где превышены значения, значительно превышены. Это бассейн реки Колыма, бассейн реки Оленек, а также в верховьях реки Алдан и реки Темтон. Вот. В бассейне реки Индигирка снегозапасы они минимальные, менее 90%. В Якутске продолжается медиапроект «Школа драматургов Арктики». Так, в музее «Россия. Моя история» прошел мастер-класс поэта, прозаика и драматурга Владимира Федорова под названием «Особенности драматургии и ее принципиальные отличия от других литературных жанров». Мероприятие посетили около 20 человек. Также мастер-класс транслировался на онлайн-площадках. По словам создателей проекта, следующий мастер-класс пройдет 23 апреля, а проведет его драматург Иван Иннокентьев. Я прежде всего поделюсь своим собственным опытом, потому что когда-то я был тоже молодым драматургом, который ничего не понимал в этой драматургии, но попытался написать свою первую пьесу. Хотя бы вспомнить историю этой пьесы, вспомнить, как я открывал для себя театр изнутри, что значит писать для театра, что значит драматургия. Это совершенно особый литературный жанр. К этой минуте у меня все. Я возвращаю слово коллегам. Мы продолжаем наш утренний эфир, и, как мы уже анонсировали в самом начале, большую часть сегодня мы посвящаем Алданскому району. Так чем же славится эта замечательная земля? Как принимают решения, как принимали решение уже о закрытии Алдана во время пандемии? Как же будет развиваться этот замечательный район в ближайшее время? Об этом и многом другом наша коллега Полина Долинская поговорила с главой Алданского района Северином Поздняковым. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии». Мы продолжаем знакомить наших телезрителей с городами нашей республики. Это снежное утро. Мы начинаем в городе Алдан. Гость нашей студии – глава Алданского района Поздняков Северин Николаевич. Доброе утро. Здравствуйте. У нас утренняя передача, поэтому у вас, как у главы района, а также жителя города Алдан, мы бы хотели узнать, с чего начинается ваш день. Мое утро начинается, как и утро миллионов людей во всем мире. Я просыпаюсь, делаю разминку, завтракаю и пешком иду на работу. А какие у вас любимые места в городе или, может быть, в районе нам, как только что приехавшим туристам, какие стоит посетить в первую очередь? Если говорить о столице нашего города, это городе Алдан, конечно, местность Сывейки. В 2018 году на этой местности прошел 12-й Сыхаланхо, и поэтому на сегодняшний день эта местность является таким точкой притяжения как для жителей района, так и для тех людей, которые приезжают к нам в гости. Также на территории Алданского района есть две замечательные реки – Амга и Алдан, которые также славятся своей природой. Алданский район – столица лыжных видов спорта, поэтому, конечно, зимой у нас люди приезжают кататься на лыжах. Буквально через несколько дней мы открываем малый горнолыжный спуск. Мы уже там сделали всю инфраструктуру, сейчас будем заводить электричество, то есть сдавать уже, и люди смогут приезжать с республики, также кататься на горных лыжах. Более того, у нас в Лебедином очень красивая, хорошая горная местность, ее зачастую называют таким якутским Куршавелем. И в этой местности мы тоже хотим развить горные виды спорта. Там замечательные горы, сейчас еще немного осталось инфраструктуры добавить к этому всему, чтобы это было таким очень красивым. Поэтому жители республики, приезжайте к нам как зимой, так и летом. Летом у нас тоже замечательно, отличная природа. И есть места, где можно отдохнуть, а осенью пособирать дары нашей тайги. Вы долгое время работали в системе здравоохранения. Какие навыки, приобретенные на той работе, помогают вам в управлении целым районом?
Ну, я по специальности детский хирург, ну а как хирургу нас так учили, необходимо принимать быстрые, взвешенные и, самое главное, ответственные решения. Не бояться брать за них ответственность. Конечно, вот моя работа в хирургии, врачом, и также мои учителя, которые Якутского госуниверситета, медицинского института, научили принимать как раз вот такие взвешенные, ответственные решения и не бояться брать за них ответственность. Город Алдан очень сильно пострадал в первую волну пандемии. Расскажите нам, как принимались решения и о закрытии города, и как город вообще в целом пережил этот период? Ну, пострадали, наверное, мы все, еще до сих пор эхо этих страданий еще идет. Единственное, конечно, Алдан был городом, который закрылся на период начала пандемии. Закрылся он по одной простой причине, что пошел неконтролируемый рост заболеваемости. И были вынуждены вместе с республиканским оперативным штабом принять такое непростое решение и закрыть город Алдан. Конечно, это непростое решение, потому что оно накладывало определенные ограничения на жителей города по перемещению, по пользованию автотранспортом. Ну, очень много было таких аспектов, которые выбивали людей из привычной жизни. Но, тем не менее, мы с этим справились, организовали и транспортную схему, организовали и снабжение продовольствием, и охрану порядка. Ну, такие было решено очень много таких вот моментов для того, чтобы максимально, так сказать, безболезненно пройти вот этот период, когда закрывался город. А сами жители, проявили ли они сплоченность в это непростое время? Конечно, и сами алданцы, они славятся своей сплоченностью. Поэтому, конечно, когда, как говорит, беда была у ворот, они сплотились. И понятно, что приходилось очень много объяснять людям, почему именно произошло закрытие города, почему те или иные ограничения были введены. Поэтому вот мне, как главе района, приходилось два раза в день выходить в прямой эфир, вот, по сети Инстаграм и отвечать людям на волнующих вопросы, объяснять им, что можно, что нельзя, какие ограничения можно вводить, какие рекомендации есть у Роспотребнадзора. Вот. И, конечно, в таком постоянном режиме в общении с жителями нам удалось как раз вот пережить вот такой вот сложный период. Какие перспективные направления у Алданского района сейчас? Ну, Алданский район традиционно связывают с развитием промышленности. Он является промышленным первенцем нашей республики. И, конечно, развитие района мы связываем только с развитием промышленного, наверное, сектора экономики. Здесь мы видим, что наши традиционные отрасли развиваются, я имею в виду золотодобыча. Наши крупные предприятия, такие как Полюс Алдан, ПАО Селекдар, показывают очень хорошие результаты по добыче драгоценного металла. Ну и в целом по району за прошлый год более 16 тонн золота было добыто. Также у нас есть разведанные, но пока не включенные в эксплуатацию месторождения апатитов. Есть у нас и урановая руда, которая тоже ждет, месторождение, которое тоже, думаю, ждет своего часа. По территории района проходят две такие транспортные артерии. Это нефтяная труба и газопровод Силы Сибири. И также планируется развитие так называемого газового кластера на территории нашего Алданского района. Это, конечно, позволит и газифицировать все населенные пункты в Алданском районе, и развить газопереработку, что тоже очень важно. Вот. Поэтому это даст, соответственно, дополнительные рабочие места, развитие социальной сферы, ну и все, что с этим связано. Какие муниципальные проблемы наиболее актуальны и вот как они решаются? Конечно, эта зима у нас была очень холодная и выявила определенные недостатки в теплоснабжении наших населенных пунктов. И с этим мы обязаны работать в постоянном режиме и в плане даже подготовки к следующему отопительному периоду. У нас есть проблемы с чистой водой, и в программу «Чистая вода» мы уже активно включаемся. Вместе с правительством республики разрабатывается проект программы снабжения населенных пунктов Алданского района чистой водой. Не говорю, что она сейчас грязная, но просто те, объекты, которые снабжали район водой, они уже морально устарели и требуют, соответственно, своей замены. Активно стоит вопрос газификации.
Нам очень не хватает газа, уже эти устаревшие котельные на угле, они, во-первых, и портят внешний вид наших населенных пунктов, во-вторых, нет такой стабильности в теплоснабжении, как если придет газ. Ключевая, наверное, проблема для Алданского района – это ветхое жилье. В этом моменте мы явились лидерами, наверное, во всей республике, и сейчас мы активно включились во второй этап. Мы первый этап хорошо отработали и включились во второй этап реализации этой программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. То есть работы в этом направлении еще очень много. Необходимо сносить старое, строить новое, для того, чтобы облик в целом Алданского района был только краше и лучше. Большое вам спасибо за такую интересную беседу. А я напоминаю, что гостем нашего утра был глава Алданского района Поздняков Северин Николаевич. Спасибо большое нашему корреспонденту. Да, вот мы привыкли гостей встречать здесь утром в студии, но вот так мы практически вместе встретили утро вместе с Северином Николаевичем. Хотелось бы отметить, что именно в этом сюжете Северин Николаевич сказал о том, что у них в районе активно реализовывается программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Наши корреспонденты побывали в гостях у одной семьи, которая как раз пару месяцев назад переехала из старого деревянного дома в новую просторную квартиру. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Здравствуйте, заходите. Это наша квартира. Трехкомнатная. Зал с небольшой ванной оранжереей. Алданский район является одним из лидеров республики по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В городе и муниципальных образованиях возводятся новые комфортные многоквартирные дома. Одним из первых в Алдане стали застраивать микрорайон Солнечный, и люди из старых домов стали получать ключи от новых квартир. Одним из таких счастливчиков стала семья Ивановых. Ой, этот счастливый момент у нас свершился 10 февраля нынешнего года, 2021 года. Нам позвонили и пригласили на вручение ключей. Мы до этого жили в этом же микрорайоне Солнечный, по улице Бановской. У нас был двухэтажный брусовой многоквартирный дом. Но по программе переселения из аварийного ветхого жилья была такая возможность получить вот эту шикарную, красивую, светлую, просторную, самое главное, теплую квартиру. В микрорайоне Солнечный в скором времени появится большой жилищный комплекс «Бамовец», структура которого базируется на классических элементах городской архитектуры. На сегодняшний день силами «Стройдорсервис» введены в эксплуатацию и заселены 121 квартира в 3 домах общей площадью более 7500 квадратных метров. Получается, я единственный первый житель в этом доме. Еще никого не было, а я с 10 числа, я до часу ночи собирала кровать. Сразу же первую ночь я провела тут. До конца 2022 года «Стройдорсервис» планирует ввести в эксплуатацию многоквартирные дома общей площадью примерно 3320 квадратных метров. А это значит, что еще десятки алданских семей переедут в новые комфортные светлые квартиры. Милости просим мою обитель. Это мое счастье. Хотелось бы только порадоваться за таких переселенцев и, конечно, поздравить с новосельем. Действительно. Ну а в Алдане очень много талантливых и разносторонне развитых людей. Один из них – Анатолий Аксенов. Он является мастером спорта по самбо и бодибилдером. Сегодня Анатолий, именно он проведет для нас нашу любимую утреннюю зарядку. Доброе утро, уважаемые телезрители. Меня зовут Анатолий Аксенов. Я являюсь мастером спорта по самбо. Также занимаюсь бодибилдингом любительским. Сегодня я проведу для вас утреннюю зарядку. Покажу некоторые упражнения на группу мышц. Для начала делаем первое упражнение – отжимание обратным хватом. Это упражнение на трицепс. Делаем 10 повторений по 3 подхода. Стараемся локти не разводить в стороны, а держать параллельно корпусу. Следующее упражнение – отжимание от пола обычным стандартным хватом. Руки на ширине плеч. Делаем отжимание от пола. Касаемся грудью, полностью выпрямляемся. Соблюдаем технику упражнений. Также локти не разводим в стороны. Делаем по 10 повторений, по 3 подхода также.
колесо, длина пресс. Очень хорошее упражнение. Кто может выполнять, выполняйте его со стойки. А кому сложно, можно выполнять с колен. Выполняем также по 10 повторений, по 3 подхода. Отжимания от пола с узкой постановкой рук. Руки ставим ближе к туловищу. Здесь работают у нас широчайшие мышцы спины. Также нагружается трицепс. Делаем по 10 повторений, по 3 подхода. Теперь сделаем выпады. Нагрузим мышцы ног. Здесь главное соблюдать технику выполнения упражнения, чтобы колено не выходило за носок. Опускаемся плавно, медленно. Также поднимаемся. Делаем по 10 на каждую ногу. 3 подхода. Следующее упражнение на пресс. Колени поднимаем к груди. Выпрямляем перед собой. Делаем по 10 повторений, 3 подхода. На этом наша зарядка закончена. Желаю всем хорошего дня. Занимайтесь спортом. Хороший совет, пожелание. Занимайтесь спортом, товарищи. Да, ну а перед следующим сюжетом хотелось бы поднять тему двойников. Я думаю, что у многих людей есть такие те или иные двойники. Ну Мне и кажется, вообще... вот да, у Дарья может рассказать про что-то. Нет, вы знаете, я часто вижу и читаю новостные сводки и так далее, да, и вообще есть же такая гипотеза, на самом деле, что в мире у каждого человека есть где-то двойник. И часто об этом задумываешься, конечно. Бывает же такое сходство, когда тебя сравнивают с какими-то голливудскими актерами, там, бывает и такое, да? Но вот о тебя когда-нибудь говорили, что ты похож на кого-то? Тебе когда-нибудь говорили? Ну, мне конкретно нет, может быть... Мне кажется, тебе, наверное, говорили, да? Ну, можно так сказать, что, мне кажется, вот Эва Мендес и Сати Казанова. Ну, что-то где-то примерно так, да. Но знаешь, что самое интересное, в Алдане есть человек, которого очень часто сравнивают с известной личностью. Это режиссер и актер Александр Ясень. Многие считают, что Александр похож на голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо. Свое сходство со звездой Александр решил использовать с пользой. А как именно, расскажем далее. Якутский кинобум добрался и до Алдана. Актер и режиссер Александр Ясень планирует снять художественный фильм или даже целый сериал под названием «Якутский Дикабрио». Многие считают, что у Александра есть определенная схожесть с голливудской звездой, и на этом режиссер решил построить фабулу своего фильма. История подмены – это очень популярная тема. Это, как говорится, принц и нищий, да, то есть тема очень известная, много снимали на эту тему комедий. Я надеюсь, что и в этот раз получится очень интересно. Ди Каприо любимый артист многих миллионов, и я не то чтобы хочу там как-то чем-то присоединиться к его славе, нет, мой герой на самом деле должен обрести свое лицо. Работа над проектом началась пару лет назад. Сейчас он уже оформлен в 100-страничный сценарий, и свою заинтересованность проявили артисты из Якутска. Поддержали актеры. Это актеры театра юного зрителя из Якутска. Вот, художественный руководитель поддержал. И он говорит, что мы все готовы сниматься в тизере, лишь бы у тебя пошел проект. И еще меня поддержал мой друг, артист, народный артист Якутии Дима Артемьев. Вот. Он будет сыграть самого себя, с одной стороны, но то есть он будет играть шамана. Он сам не является шаманом, конечно, он артист. За плечами у Александра уже есть несколько режиссерских и актерских работ, но главная его мечта, что когда-нибудь в Алдане появится своя киностудия. И, возможно, этот проект станет толчком к открытию алданского филиала Сахавуда. Ну, действительно похож. Я вот прям вижу сходство. Да, я тоже. Ну и как наши телезрители. Друзья, я, кстати, могу подсказать вам, если вы хотите найти своих двойников, то можно воспользоваться одной очень популярной российской поисковой сетью. Туда можно загрузить фотографию, и он выдаст вам примерно похожих на вас людей. Я думаю, будет очень интересно и весело. Ну а продолжая тему соцсетей, мессенджеров, гаджетов. Руслан, скажи, пожалуйста, у тебя есть ли ТикТок?
ТикТок, да, вот когда были вот эти пандемийные вещи, да, было достаточно много свободного времени, я завел аккаунт в ТикТок и, не стал там снимать, допустим, какие-то веселые там под музыку танцевать, я особо не умею, а начал смотреть новости за день и делать такую сборку маленькую, там 45 секунд, умещал там 5-7 новостей. Вот, но потом это дело забросил, когда времени стало мало. Ну, то есть, а следишь ли ты за количеством подписчиков и вообще планируешь ли развивать свой аккаунт? Ну, в ТикТоке, я не помню, может быть, где-то около 1000, может быть, чуть поменьше подписчиков набралось, но я давно туда уже не заглядывал. Ну, а на самом деле ТикТок сегодня это самая популярная соцсеть, да, по статистике. Согласен. Ну и вот наш корреспондент Полина Долинская во время своей командировки познакомилась с тиктокером известным из Алдана. Подробности в следующем сюжете. ТикТок – одна из молодых социальных сетей, которая с уверенностью наступает на пятки таким гигантам, как YouTube и Instagram. При правильном продвижении аккаунта он дает даже возможность заработать, но многие устанавливают приложение просто для развлечения. Так же было и с Ярославом Ермольским. Программу я просто установил, смотрел ролики для развлечения. Вечерами бывает скучно, чтобы смотреть их. Потом как-то, не знаю, получилось само по себе, как-то выкладывал понемногу видео. Потом все-таки как-то видео популярность набрало, там сколько, я не помню, 150 тысяч просмотров, что ли. Ну и пошли подписки. На сегодняшний день каждое его видео набирает минимум 3000 просмотров, а некоторые ролики и сотни тысяч. Как оказалось, для того, чтобы поддержать интерес к своей страничке, нужно постоянно прокачивать свои навыки, а также не упускать из виду новые тренды. Какие-то тренды, что популярно, постоянно читаешь, потому что меняются алгоритмы в ТикТоке. Постоянно читаешь новости, почитал новости, посмотрел, что-то выложил, выбрал какой-то популярный звук, все, добавил там свои слова, что-то свое придумал, что-то повторил. Смотрят люди, нравится. И хотя ТикТок изначально был создан как социальная сеть для молодежи, все чаще люди более старшего возраста вовлекаются в процесс создания юмористических роликов. Новомодное хобби тем самым расширяет возрастные границы. Отец вообще у меня старой закалки, у него нет такого, чтобы там в интернете ерундой занимаешься, все больше такого нету. Мама там смотрит, смеется, нравится, говорит, их нравится, занимайся, просто хобби, нет там какого-то увлечения, что там стану там знаменитым блогером, что там будет, деньги там будешь зарабатывать, тому подобное. Занимайся своим просто делом и все. Плюсом социальной сети TikTok можно отнести армию подписчиков более чем в 500 миллионов человек. И каждый день эта цифра растет. В итоге образуется уникальное сообщество единомышленников, которые с готовностью смотрят видео других пользователей. И хотя для самого Ярослава не стоит задача приобрести всемирную популярность, забрасывать раскрутку аккаунта он не планирует, ведь его увлечение приносит ему удовольствие. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Алдан. Как мы видели на видео из Алдана, Алдан вообще известен тем, что зимой выпадает очень много снега. Ну и, конечно же, хотелось бы перейти к следующей новости, что в Якутии завершились соревнования лыжников и биатлонистов в рамках 4-й зимней спартакиады. Ну а где кататься на лыжах, как не на самой знаменитой алданской лыжной базе. Наши корреспонденты побывали на закрытии соревнований и узнали, команды каких городов и районов в этом году стали победителями. Одна из главных достопримечательностей Алдана – знаменитая лыжная база, тренироваться на которую приезжают члены национальной сборной по лыжным гонкам и биатлону. И именно здесь проходили соревнования лыжников в рамках 4-й зимней спартакиады. Эта спартакиада была особенной, так как растянулась на 2 года из-за введенных ограничений. Но, несмотря ни на что, спортсмены сумели подготовиться и показать достойные результаты. Взять сборную команду Ленского района,
почти все мастера спорта. Также у нас порадовали наши биатлонисты. На первый день соревнований они обыграли гонщиков. Но, конечно же, на второй день гонщики показали, что они и есть гонщики. На третий день у нас был биатлон. И у нас есть лидеры в этом отношении, есть чемпионы и призеры Российской Федерации среди школьников. И вот Петрова Регина показала свое мастерство. В гонках у нас в лидерах Клугин Александр, но Шестаков с английского Никита, он показал себя, что он может бороться с мастерами спорта. Биатлонист Николай Максимов, первый из якутян, завоевал серебро на первых зимних играх «Дети Азии» в 2019 году. Но на спартакиаде зимних видов спорта выступал впервые. В этом году первый раз, впечатления отличные, вообще прям все весело. Про соперников, там соперники сильные, готовились. Юниор с 2000 началась до 2004. Там было тяжело с ним бежать 2000 годами. Борьба на трассах была напряженной, каждый спортсмен выкладывался на 100%. Об этом говорит хотя бы тот факт, что между победителями и серебряными призерами спартакиады разрыв составил всего в 1 очко. Ну и по общекомандным результатам у нас в первой группе и общекомандным заняла команда города Якутска, выиграв 1 очко у команды города Неринга, и команда города Алдана стала 3-й. Ну, по второй группе у нас, как вы сейчас увидели, Амгинский район занял 1 место, 2 место дал Сиропчинский улус, 3 место Мегино-Кангаласский улус. И спортсмены, и судьи надеются, что на следующую 5-ю спартакиаду заявки подадут большее количество команд с большим количеством участников. Тем более, что в Алданском центре есть все условия для проведения соревнований на самом высоком уровне. Мы поздравляем всех победителей спартакиады. Но не только в спорте соревновались в Алдане. На сцене Дворца культуры прошло яркое и зрелищное шоу «Миссис Алдан Якутия», на которой выбрали королеву красоты, которая поедет защищать честь республики на всероссийский конкурс. Кто же ей стал, узнавал Александр Хавренко. В Алдане прошел региональный конкурс «Миссис Якутия Алдан». Так вышло, что в этом году самую обаятельную и привлекательную миссис, которая представит республику на российском конкурсе, выбирали именно в Алдане. 13 смелых и уверенных в себе красавиц изъявили желание побороться за корону. По традиции конкурс включал в себя несколько этапов – визитка, интеллектуальный раунд, творческий конкурс и 2 дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях. С января месяца началась подготовка, пошив костюмов, репетиция дефиле и творческих конкурсов. Девушки уже были после Нового года, практически все набраны. Мы готовились после Нового года, уже у нас началась подготовка, пошив костюмов, подготовка дефиле, творческие номера. И я думаю, все успели подготовиться, и все прошло на хорошем уровне. Победительница поедет с Василием Афанасьевым, стилистом, который был в жюри, представлять Якутию на всероссийском конкурсе «Миссис Россия» в июне месяце. У членов жюри была поистине непосильная задача – выбрать одну победительницу из 13 прекрасных участниц. Но, как бы трудно ни было, а выбор сделать пришлось. Второй вице-миссис Якутия Алдан стала Анна Соловьева. Первая вице-миссис – Марина Иванова. Главную корону конкурса получила Арина Явнова. Я на самом деле не верю, потому что я считаю, что все девушки, которые участвовали в этом конкурсе, все достойны этой победы. Я очень буду скучать по этим репетициям, по этому конкурсу. Спасибо большое нашему организатору Антонине за то, что у нас в городе появился такой конкурс такого масштаба. Огромное спасибо. Конкурс закончился, но обладательницам корон еще предстоит готовиться к «Миссис Россия». И кто знает, может быть, в этом году корона всероссийского конкурса уедет в Алдан. Итак, дорогие друзья, утренний эфир продолжает вещать с телеканалов Якутия-24 НВК Саха. В студии по-прежнему Дарья Анкехова и Руслан Ачиров.
Руслан, необходимо, наверное, напомнить нашим телезрителям о том, что у нас есть обратная связь с ними. Да, вы можете присылать свои сообщения, поздравления на наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Успевайте, время прямого эфира ограничено. Также напоминаем вам о нашей инстаграм-странице. Отправляйте туда свои видео, фото, поздравления, возможно, какие-то идеи или предложения. Можете даже задать свои вопросы, мы постараемся вам обязательно ответить. Ну а в нашей студии вновь новостной обозреватель Сергей Михедов. Ему передаем слово. Якутия, доброе утро. Дорожная карта по упрощению индивидуального жилищного строительства утверждена в России. Об этом рассказали в Дом РФ. Дорожная карта состоит из 3 основных блоков. Первый подразумевает разработку федерального закона, который будет регулировать комплексную застройку в сфере ИЖС. В эти направления входят защита прав участников строительства, внедрение в ИЖС механизмов эскроу-счетов, а также урегулирование вопросов с общим имуществом поселков. Второй блок подразумевает создание реестра типовых проектов. Третий блок предусматривает запуск цифрового сервиса строительства индивидуального жилого и садового дома. В Якутске стартовал городской отборочный этап республиканского конкурса молодых разработчиков «Моя профессия IT». Он проводится в регионе уже в 6-й раз, и благодаря этому конкурсу в Якутии развивается не только IT-сфера, но и повышается уровень вовлеченности молодежи в образовательную деятельность. Накануне организаторы мероприятия провели интервью-сессию для экспертов выездных этапов конкурса, где прошел обмен мнениями и дальнейшее планирование проведения финального этапа. Ну, надо сказать, что вообще данное мероприятие, по сути, оно преследует задачу реализации указа Арсения Сергеевича о развитии IT-индустрии в республике, создания IT-центров в ВУЗах. И это мощный конкурс, который охватывает больше 20 муниципалитетов и создает IT-движение в целом в республике. Мы считаем, что IT-таланты есть везде, их надо находить. И вот это одна из систем, которая ищет очень способных ребят с самых разных мест. Ну и, конечно, город Якутск – это концентрация очень активных и грамотных айтишников. Ветераны внутренних дел республики встали на лыжи. Маршрут протяженностью 100 километров начинается с Верхнего Бестяха Хангаласского улуса и должен завершиться в поселке Нижний Бестях Мегина Кангаласского района. Лыжный десант – одна из лучших традиций среди ветеранов правоохранительных органов. В 2019 году лыжники стартовали с города Покровска и прошли 120 километров до столицы региона. В прошлом году из-за пандемии коронавируса добрую традицию отменили. В 2021 ветераны вновь встали на лыжи и посвятили этот поход 30-летию образования Российской общественной организации ветеранов МВД. У нас сегодня лыжи шли хорошо, погода хорошая была, ветер в спину дул, поэтому мы прошли очень хорошо, весело и, как говорится, достигли до намеченного пункта. К этому часу у меня все новости. Увидимся чуть позже. Спасибо, Сергей. Кстати, Сергей, тебя, Дарья, всех, кто связан с тем, что ведут телепрограммы и не только, поздравляю со Всемирным днем голоса, который празднуется сегодня. Но, кстати, он не посвящен тому каким-то вокальным особенностям, да, голоса. Он вообще посвящен феномену голоса, потому что голос – это действительно феноменальная вещь. Интересно, а какие принято, значит, традиции в этот день, да? Возможно, прогревать голос, возможно, выходить кричать, а возможно, просто без остановки говорить. Да, и делиться со всеми хорошим настроением. В общем, мы с утра уже начали этот праздник отмечать. Да. Ну и самое время рассказать о том, какие знаменательные события произошли 16 апреля. 16 апреля – Всемирный день голоса. А по народному календарю сегодня, если ветер дует с севера, то скоро пойдет дождь. Если олени перекочевывают на большие расстояния, это к ухудшению погоды. 16 апреля 1618 года Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека. Он вычислил, что кровь движется по двум кругам – малому через легкие и большому через все тело.
16 апреля 1722 года Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных. В 1797 году 16 апреля Павел I в день своей коронации провозгласил указ об ограничении барщины. 16 апреля 1934 года учреждено почетное звание Герой Советского Союза. В 1945 году в этот день началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Она продолжалась 23 дня, по 8 мая 1945 года. 16 апреля в 2004 году на звонницу Троицы Сергиевой Лавры подняли новый царь-колокол. 16 апреля 1823 года родился Фердинанд Эйзенштейн, немецкий математик. В 1889 году в этот день появился на свет Чарли Чаплин, английский актер, кинорежиссер и сценарист, великий комик. 16 апреля 1941 года родился Сергей Никоненко, советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР. В 1978 году в этот день родился Иван Ургант, российский актер театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер. Именины в этот день празднует Никита. Иван Ургант, оказывается, сегодня родился, день рождения у него. Ну, мы его поздравляем. Родился он во Всемирный день голоса, получается. Вот так вот, интересный факт. Ну что, мы продолжаем. Утренний эфир продолжает рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за 20 лет в новом тысячелетии, каких успехов удалось добиться за это время, какой была жизнь людей и какой она стала. Каждый день мы делимся с вами одним интересным фактом о Якутии. На этой неделе мы поговорим с вами про транспорт. И сегодня вас ждут факты о самой крупной стройке последних десятилетий – это строительство Ленского моста. Зимой по льду, летом на пароме, весной и осенью только самолетом. Дважды в год ледоход на реке Лена отрывает Якутию от остальной России. Проблему решит Ленский мост. Его начинают строить в этом году. Транспортный переход через Лену сократит путь из Якутии в Красноярск, Новосибирск и европейскую часть России на 1000 километров. Длина моста более 3 километров. Вес огромной конструкции будут держать ванты, толстые стальные канаты с защитой от обледенения. Завершить строительство планируют через 5 лет. Первые машины по мосту пойдут в конце 2025 года. По расчетам экономистов, транспортный переход через Лену снизит ежегодные расходы на доставку жизненно важных товаров в регионы Крайнего Севера на 4 миллиарда рублей. Строить 59 пассажирских и грузовых судов. Добавим, что пропускная способность моста составит 7000 автомобилей в сутки. Проектировщики рассчитывают, что Ленский мост улучшит транспортную доступность Якутии и позволит привлечь в нашу республику 200 миллиардов рублей инвестиций. На строительстве будут работать более 1200 человек. В целом, Ленский мост позволит реализовать новые инвестиционные проекты и создать не менее 4500 рабочих мест. Мост через реку Лена значительно облегчит жизнь жителей Якутска. Например, этим летом из-за ремонтных работ на взлетной полосе изменится воздушное сообщение между Якутском и остальными городами страны. Многие уже сейчас, планируя свой отпуск, задумываются о путешествии по железной дороге. И каждый, кто отправится в путь на поезде, обязательно встретит приветливых и вежливых женщин, которые работают проводниками. Об особенности именно этой профессии нам расскажет Полина Долинская. Кто из нас не сталкивался с этими женщинами в серой униформе, вежливыми и улыбчивыми, как стюардессы? Но мало кто знает, что на плечах этих хрупких и миловидных дам лежит серьезная ответственность за жизнь пассажиров. В наши обязанности входит обеспечение безопасности проезда пассажиров, уютом, комфортным, чтобы поездка была комфортной, запоминающейся, чтобы было тепленько, чаек, чтобы был, кипяточек, чтобы был, чтобы все было, настроение, чтобы у них было хорошее.
Большинство пассажиров считают, что проводник вагона выполняет обычные функции, и ничего сложного в их работе нет. Но, как говорят сами работники, не тот проводник, кто год отработал, а тот, кто зиму пережил. Ведь в зимний период времени им часто приходится работать физически. Нужно очищать вагоны от снега, убирать ломом лед с подвагонного оборудования, поддерживать комфортную температуру в вагоне, чтобы пассажиры не замерзли. За что вы уважаете и цените своих коллег и свою работу? За терпеливость, за труд. Такой труд у нас тяжелый, за позитивность в то же время, понимание. Это самое главное. Также при общении с большим количеством людей нужно обладать таким качеством, как стрессоустойчивость, а иногда и быть немного психологом. Люди, конечно, разные. Все надо спокойно. Спокойно, доброжелательно, с улыбочкой, где-то пошутить, где-то, значит, ну и так сглаживается. Люди все равно у нас добрые, позитивные. Вот. Работать проводником поезда непросто. У сотрудников масса обязанностей. От подготовки к поездке до работы на маршруте. Не говоря уже о том, что вся жизнь в пути, в выходные и праздничные дни. И постоянно вдали от дома. Но тем не менее, проводницы любят свою профессию и не готовы менять ее на любую другую. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Алдан, Нижний Бестях. Эх, когда-то я тоже мечтала стать проводником, но на воздушном судне. Не сбылась моя мечта. Ну ничего, теперь я работаю на телевидении, тоже хорошо. Отлично. Ну, а Даша, как ты относишься к фокусам? Если честно, я очень увлеченно наблюдаю за работой фокусников всегда. Всегда. Ты пытаешься, ты как бы готова удивиться или ты смотришь, в чем же секрет, пытаешься разгадать? Нет, я просто как ребенок, открыв рот, просто наблюдаю за всем происходящим. Особо не заморачиваясь о том, как это все происходит. И уж тем более я не ищу никакого подвоха. Ну а ученые тем временем подтвердили, что неосознаваемые зрителям жесты фокусника могут повлиять на решение, подсказать на выбор определенной карты. Участники эксперимента выбирали нужную карту в 9 раз чаще, когда иллюзионист использовал жесты, но не понимали, что повлияло на их решение. Самое интересное, что я всегда была уверена в том, что все-таки помимо фокусов, ловкости рук, они, конечно же, умеют внушать. Это, мне кажется, основополагающий фактор, когда ты реально человеку просто внушаешь то, что все происходящее – это и есть правда. Ну, наверное, не все, а только те, кто мастерски овладел своей профессией. Ну, к примеру, из якутских иллюзионистов таковым считается Дмитрий Колосов, более 3 десятков лет посвятивший цирковому искусству. Туяра Филиппова заглянула за кулисы цирка. Ловкость рук и никакого мошенничества. Дмитрий Колосов предпочитает, чтобы его называли не фокусником, а иллюзионистом. Ведь помимо демонстрации фокусов, их надо придумать, срежиссировать и даже самому делать чертежи реквизитов. Такую большую, огромную саблю, как говорится. И я такая вот так насквозь. Вот так. А это вообще арестованные номера? Кто-то может пораниться? Конечно. Поэтому здесь не репетиция. Там уже каждый миллиметр, сантиметр зависит. Иллюзионисты не раскрывают секретов фокусов. Ведь магия не в самой иллюзии, а в умении жить волшебством. Показать надо так, чтобы никто не догадался, как это все делается. Ну и ежедневные тренировки, это постоянные тренировки, репетиции. Ну, считайте, что мы каждый день повторяем одно и то же на гастролях, но он все равно волнуется. И волнение – это не боязнь ошибиться, а ответственность перед зрителем и искусством. Дмитрий Колосов – сын знаменитого Федора Колосова, первого профессионального иллюзиониста в Якутии.
По словам коллег, от отца ему передался не только талант, но и огромная работоспособность. Он постоянно развивает свое искусство, заказывает новые реквизиты, придумывает новые трюки, номера. И как друга, я считаю, он очень надежный человек. За 35 лет накоплен огромный опыт и мастерство, которым он щедро делится с молодыми коллегами. Очень ответственный, профессионал своего дела, мастер, большой мастер. Сейчас у него есть даже свои ученики, продолжатели его дела. В Международный день цирка 17 апреля заслуженный артист республики Дмитрий Колосов со своими учениками выступит с единственным представлением под названием «Разоблачение Шерлока». Коллеги и ученики юбиляра готовы подарить зрителю частицу своего сердца, чтобы каждый пришедший поверил в магию волшебства под названием «Цирк». Уяра Филиппова, Семен Семенов, Якутск. Я обязательно схожу, потому что действительно нужно верить в чудеса. Действительно, я с тобой согласен. Но вот меня интересует, как фокусники, они вообще вот в обычной жизни, например, дома, например, готовят яичницу, делают какие-нибудь интересные фокусы в это время. Ну а, кстати, Даша, ты умеешь готовить яйцо пашот? Если честно, признаюсь, первый раз пробовала, не вышло, все растеклось. Второй раз я почему-то переварила, на третий раз получилось. Ну, друзья, наш шеф-повар сейчас покажет небольшой лайфхак, как можно легко и просто приготовить яйцо пашот. Рубрика «Полезный завтрак». Сегодня мы вам приготовим завтрак в виде сэндвича с слабосоленым лососем и яйцом пашот. Заодно я покажу лайфхак, как сделать дома яйцо пашот очень быстро и без проблем. Так, для этого мы сначала возьмем сотейник с водичкой и поставим сразу на плиту. Будем готовить яйцо пашот. Вода закипит, и мы туда окунем, буквально, само яйцо, но в пакете. Но сначала мы немножко добавим туда капельку масла растительного, чтобы яйцо не прилипло. Смажем все это. Разобьем туда аккуратненько яйцо. Самое главное, чтобы оно не разбилось, не сломалось, чтобы желток оставался целым. Еще нам понадобится какой-нибудь мягкий сыр. В моем случае это креметта. Можно использовать крем-чиз, можно использовать фету. Любой мягкий сыр, который вам нравится. И вообще сочетание семги и вот крем-чиза, креметты – это безумно вкусно. Положим наш хлеб. Пусть обжаривается. Добавим для целостности вкуса немножечко свежего огурца. Так, обжарили мы хлеб с двух сторон. Сковородка нам уже больше не понадобится. Берем крем-чиз и прям смачно смазываем наш хлеб. Выкладываем огурцы с одной стороны. С другой стороны мы возьмем лист салата. Выложим его красиво. На него мы сложим нашу семгу. Так. И наше яйцо пашот. Очень легко и просто. Можете его положить вовнутрь, можете сверху, как хотите, это все по желанию. Выложим и порежем. И вот такой вот у нас смачный получился сэндвич с яйцом пашот. Приятного аппетита! На самом деле, когда идут вот такие сюжеты, я завидую тем, кто находится у экранов своих телевизоров, перед ним завтрак, яичница, чашечка кофе, потому что я сейчас, смотря на этот сюжет, очень сильно проголодался. Руслан, спешу тебя обрадовать, время нашего эфира подходит к концу, поэтому у тебя будет возможность позавтракать после. Ну а что, на этом мы завершаем наш эфир. Хотелось бы пожелать всем телезрителям прекрасного, доброго утра, замечательных выходных, прекрасного настроения. Не забываем, долгожданных
долгожданная плюсовая температура уже сегодня будет после обеда. Да. Ну и, конечно, с понедельника ждем вас вновь в нашем эфире на каналах Якутия 24 НВК СХ. До новых встреч!